Давайте еще одну проверку сделаем. Значит, давайте еще одну проверку сделаем. Звук, конечно. Угу. Добрый день, уважаемые зрители, подписчики канала. Сегодня немножко опять попозже чуть-чуть начали из-за технических неполадок, но мы начинаем наш стрим, который был заявлен. И сегодня у нас в гостях известный журналист, башкирский журналист. Я бы хотел отметить даже, что независимый журналист, потому что таких очень мало осталось у нас в республике. Бывший главный редактор «Эхо Москвы» в Уфе, а сегодня он возглавляет аспекты Башкортостана, Руслан Валиев. Руслан, добрый день. Да, Руслан, здравствуй. Здравствуйте, дорогие зрители. Ты находишься у меня в гостях, и у меня в основном, скажем так, люди, которые поддерживают мои взгляды. Поэтому я почему пригласил тебя? Ну, потому что у нас все мы видели тот выпуск аспектов, где в гостях у вас был Евгений Коноплин, и там произошел разговор по теме независимости Башкортостана. И Евгений Коноплин там высказался о том, что он против Башкортостана, и начал приводить свои доводы. Когда этот отрезок этого выпуска я выложил у себя на канале, и начались обсуждения, после этого, скажем так, в очередном выпуске аспектов вы, Руслан, сказали о том, что готовы обсудить данную тему. И вот сегодня я пригласил вас. Поэтому, если вы готовы, действительно, ну, будем стараться не заходить за рамки тех законов, к которым, в принципе, я отношусь достаточно так прохладно, но которые вас могут затронуть. Поэтому, Руслан, такой первый вопрос. С чем вы не согласны по поводу вот того, что говорили мои сторонники на канале, на моем, по независимости Башкортостана, по этой теме? Спасибо, да, Руслан, за приглашение. Я действительно с большим удовольствием готов к любой дискуссии, тем более к этой. Вообще, скажу больше, я считаю ее одной из главных на сегодняшний день для нас, для представителей Башкортостана и любой другой республики в составе нынешней России. Вот. И тоже, мягко говоря, скептически и прохладно отношусь к тем законам, которые там действуют. Надо это понимать. Здесь у нас тоже все едино. Вот. И важная деталь, аспекты все-таки я на сегодняшний день не возглавляю. Я основал этот проект после того, как «Эхо Москвы» было ликвидировано, я его запустил, я с ним продолжаю сотрудничать, вот, но его ведут, им управляют другие люди, это наши коллеги-журналисты, которые находятся там, на месте, в Уфе, в Башкортостане. И это, в первую очередь, добавляет дополнительных рамок к тому, как аспекты работают, что и в какой форме говорится в эфире аспектов. Вот. Но даже с учетом того, что лично я не возглавляю аспекты и не нахожусь физически в Уфе, в Башкортостане, я в том положении, как и многие из нас на самом деле. Мы не живем в вакууме, у нас есть связи, взаимосвязи с людьми разного плана, которые находятся там. Поэтому вот эти нюансы, я надеюсь, понятно примерно, о каких нюансах я говорю, они добавляют вот нежелательных, что ли, моментов в дискуссии любые, которые мы ведем на сегодняшний день. Особенно вот той дискуссии, которая на
в вашем, Руслан, канале ведется. Это наиболее болезненная дискуссия, на мой взгляд, в современной России. И она такой стала даже не после 24 февраля, а еще сильно раньше, когда казалось, что относительно нормально люди живут, более-менее цивилизованно, элементы даже свободы слова были, там «Эхо Москвы» работало, Айрат Дильмухаметов приходил в эфир «Эхо Москвы» и говорил об этом. Вроде бы выглядело все, на первый взгляд, более-менее неплохо, но именно Айрат Дильмухаметов, когда еще это не было мейнстримом, что ли, страдал за именно те мысли и даже рассуждения, причем довольно-таки травоядные на сегодняшний день. Я напомню, последний раз его в 2019 году упекли как раз-таки за разговоры о федерализме, даже не о каком-то там независимом Башкортостане, а о том, что надо бы пересмотреть эти отношения, переосновать федерацию снизу на договорной основе. Вот. Поэтому я не могу сказать, что я с чем-то не согласен по принципиальным вопросам, скажем так. Нет у меня противоречий. Я всякий раз давал всей своей аудитории это понять, упоминая того же Дильмухаметова. То есть я всякий раз говорил, когда эту тему касались мы, или я сам касался, я говорил, слушайте Дильмухаметова, и, в общем-то, вы поймете, о чем думаю я. То есть у меня не было никаких в этом смысле противоречий с его тезисами, с его принципами. И те люди, кто знают его учение, скажем, ни много ни мало, да, прекрасно понимают, что я на этот счет думаю. Все остальное – это нюансы, детали того, как где-то что-то произнесено в тот или иной момент, в том или ином контексте. Как это было в случае с эфиром, где мы с Евгением эту тему обсуждали. Там вообще узкий был вопрос, он что-то упомянул по поводу дизайна потенциальной будущей валюты и добавил своих мыслей, что вот против он этого. Я, возможно, там не все правильно Он сказал услышал. прям, что он против именно независимости Башкортостана. Ну вот. А я позволил себе сказать, что я на 99% с ним согласен. Да. Именно это упомянули многие комментаторы, и я их понимаю. Действительно, прозвучало это вот так вот несуразно, мягко говоря, да. То есть он говорит по ключевому вопросу, я вроде как с ним согласен практически полностью. Это действительно не так, это оговорка, которая действительно требует разъяснения, и вот я этим сейчас и занимаюсь. Вот. Руслан, в общем, давай дальше. Тогда вот такой вопрос. Не кажется ли, что то, что говорил Айрат Дильмухаметов, на сегодняшний момент это немного устарело? То есть вот его проект четвертой Башкирской республики, который говорил о федерализме, о новых принципах федерализма, сегодня устарел, потому что то, что выдвигаем мы, вот наш комитет Башкирского национального движения за рубежом, то есть это уже более радикально, и мы уже здесь стоим уже на полной независимости Республики Башкортостан, даже не на конфедерации. На конфедерации. Да, вот это самый, наверное, главный вопрос, ключевой, скажем так. И у меня на него, к сожалению, нет вот прямо однозначного ответа. Вот с одной стороны, идея Дильмухаметова 18-19 года действительно требует пересмотра просто потому, что другая реальность. С другой стороны, вот опять же, говорить о радикальном пересмотре, да, и о том, что должна сейчас быть во главе угла единственная идея и без вариантов о полной независимости, тоже я не готов говорить, но не потому, что я принципиально против самой идеи, а потому что где-то я считаю, что не пришло время, не созрело общество. Опять же, наблюдая за собственной аудиторией, которая меня смотрит в Башкортостане, а это люди протестные, это люди недовольные, это люди, возмущающиеся в основном либерально репрессиями. Настроенные. Конечно. Но опять же, аудитория сильно пополнилась после баймакских событий людьми из глубинки, как говорится, аул егиттары, женщины, все там появились, которые раньше эхо не слушали, меня не знали. И, в общем, не были вообще, в принципе, протестно настроены. Они за Путина голосовали на прошлых выборах, в подавляющем большинстве. И вот мы с ними эту тему тоже обсуждаем, и я вижу, что люди просто не готовы к таким поворотам, скажем так, мыслей. Это с точки зрения того, в принципе, что эта тема не была в их повестке. Ну и второй момент – сила страха.
То есть у людей по понятным причинам есть абсолютный страх за собственную безопасность, потому что сейчас приравнивается к призывам к сепаратизму, ну, буквально любая мысль, которая в соцсети опубликуется там, на тему того, что у нас Курултай, например, мало полномочий имеет. При желании силовики это могут тут же присовокупить к делу и упечь человека за призывы к нарушению территориальной целостности. Вот я поэтому, то есть люди, опять же, те, кто находится внутри, подавляющее их большинство, даже где-то, если и допускают подобные сценарии где-то в далеком будущем, но они не готовы это даже произносить на кухне, так скажем, на сегодняшний день, понимая обстоятельства. А вот здесь бы Поэтому... я не согласился бы, Руслан. Почему? Потому что я считаю, что когда 2,5 года назад, до начала войны, то есть об этом даже никто действительно не думал. Ну и даже я, как бы, когда уехал в эмиграцию и на форуме Свободной России, форум Свободной России, где я как бы заявил как раз о принципах Айрата Дильмухаметова, его идею четвертой вот этой Башкирской республики и вообще о построении башкирской политической нации и расширении федерализма, пересмотра его, заявил. Я даже тогда не думал о независимости какой-либо. Но все изменилось с началом полномасштабной войны, агрессии России против Украины. И я уже понял, что нам вот в этой стране оставаться нельзя. Почему? Потому что она показала, если еще как-то можно было мириться, и мы старались с этим бороться ранее, там и про федерализм говорили, да, то есть и возвращение суверенитета, того куцого суверенитета, каких-то договорных отношений, то сегодня это не работает. Сегодня это не работает. Мало того, нас отправляют, как обычная империя это делала, отправляет на войну, не спрашивая нас. Вообще, по идее, если настоящий федерализм был, Башкортостан должен был сам решать, хочет он отправлять на войну или нет. То есть и это вынудило меня и наших соратников заявить уже о независимости полной. То есть, но так же, как и я, и многие жители Республики Башкортостан, кто более-менее политически, скажем так, подкован, они тоже не думали о независимости. Но с момента, когда мы об этом заявили и начали продвигать наш проект, люди начали задумываться, люди начали говорить, люди начали обсуждать на тех же самых кухнях, я считаю. И, по крайней мере, даже если они не согласны, сегодня кто-то из-за страха или из-за каких-либо других моментов, но, по крайней мере, они это обсуждают. Они это переваривают в мыслях, ложатся спать с этой мыслью, просыпаются, вполне возможно, с какими-то уже обдуманными моментами. И вот здесь у меня такой вопрос. Если вот Республика Башкортостан, насколько как бы реально она может стать независимым государством, а насколько нет? Прежде чем ответить, скажу, что существование движения вашего конкретно и подобного вашему я полностью приветствую, поскольку это нормальный, естественный процесс. И ожидать другого в нынешней ситуации вообще было бы неверным. Да? То есть то, что оно существует, это правильно, и чем больше оно будет, тем лучше, потому что эти вещи нужно поднимать и все выше и выше, скажем, да, и доносить до людей. Вот, это вот первое. Что второго касается, конечно же, безусловно, Башкортостан – это, по сути, государство самодостаточное, способное на все, что свойственно государству. Даже на большее, чем, например, сейчас имеют многие другие государства, фактически независимые в нынешней ситуации. Какие-то микространы в той же Европе есть, да, которые и рядом с Башкортостаном не валялись, мягко говоря. По потенциалу. Вот. Конечно. Вот. Здесь вот как раз отвечая на этот вопрос, наверное, уместно было бы сказать вот о чем. Я почему до сих пор где-то там внутри, понимая аргументы вот вашего движения, все равно оставляю где-то надежду, что можно, наверное, как-то вот на принципах того же Дильмухаметова что-то сохранить или воссоздать в будущем. Потому что все-таки в современном мире тенденции объединения, как показывает пример той же Европы, они все-таки более перспективны, нежели тенденции разъединения. А разъединение чревато всяческими дополнительными неприятностями, мягко выражаясь, неприятностями, да, экономического и, к сожалению, военного характера.
Условно, если Башкортостан это вот самодостаточная, да, территория, потенциальное государство, то не о всей территории нынешней России можно также утверждать. И сколько времени пройдет до тех пор, пока все утрясется, если этим путем идти? А сколько времени пройдет, чтобы потом заново экономические, деловые, культурные связи восстанавливать? В этом смысле строить легче, сложнее намного, чем ломать, да? И если предположить, что все-таки совершенно на других принципах и основах будет переучреждаться новое государство, то, может быть, шанс в этом есть какой-то. Я, опять же, не могу утверждать это. Я не говорю, что я апологет этой идеи, что я буду на ней стоять до последнего. Я говорю, что, как бы, наверное, сбрасывать со счетов этот вариант нельзя. Вот. Но, разумеется, это должно происходить именно не так, что мы вам немножечко с барского стола спустим, а вы уж там довольствуетесь, как это случилось в 90-е с фразой там «сколько сможете проглотить», а на абсолютно добровольной, равноправной основе. Вот. Здесь тоже никаких сомнений. Условно, как в Соединенных Штатах это произошло. Опять же, условно очень. Нельзя копировать 100%, там тоже своих тараканов хватает, но плюс-минус вот пример неплохой. Но я позволю не согласиться здесь по поводу того, что тенденция объединения сейчас как бы возобладает в мире. Почему? Потому что наоборот, за последние 30 лет в мире выросло намного, появилось более 30 независимых государств. Более 30 независимых государств. И если говорить о Евросоюзе, если говорить о Евросоюзе как об объединении, да, о союзе каком-то, то это надо помнить, что это союз независимых государств. То есть они уже были независимыми, они сформировались как государства независимые, у них сформировалась своя экономика, своя система образования, своя культура, свои законы, и потом они уже объединились на каких-то принципах, выделив там какие-то полномочия в общий там, да, центр. Мгм. То есть для этого, для того, чтобы повторить такую же судьбу, как Евросоюз, нам для этого нужно быть как минимум хотя бы там лет 30-50 быть независимыми, Вот. сформироваться, а потом Огромный уже путь. объединиться. Мгм. То есть, а если нас сейчас сразу же попытаться засунуть в очередную федерацию, переформатировав ее там как-либо, какие гарантии, Руслан, вы даете, что через условные там 2 срока Ходорковский будет ли это, Певчих ли это будет, там, Навальная Юлия ли будет, что через 2 срока не придет Стрелков очередной. Потому что народ он не излечился вот это, и вы же прекрасно знаете, что в основном народ, он поддерживает Путина во всех Мгм. этих его делах страшных. Ой. Более того, даже башкирский народ, как показывает, к сожалению, нынешняя ситуация, поддерживает. Именно. Вот здесь, конечно, наверное, я не тот, кто должен, как говорится, готовый сценарий на этот счет предлагать. Здесь надо быть более подкованным в этих делах. Но, во-первых, я считаю, что не должно быть суперпрезидентской республики на масштабах, да, этой самой условной страны. Это должен быть парламентаризм, безусловно, чтобы, опять же, риски прихода какого-нибудь Стрелкова были минимизированы. И в этом парламенте двухпалатном четко и полностью самодостаточно должны быть представлены вот эти вот участники потенциальные. Система сдержек и противовесов должна застраховать, скажем так, от этого риска, который действительно, как показал последний опыт, у нас имеется, и рано или поздно мы скатываемся вот к тому, к чему пришли. Мне эти риски понятны, я их признаю полностью и не могу сказать, что они выдуманы. Нет, конечно. Поэтому и то, с чего я начал, изначально то, о чем вы говорите со своими соратниками, это логично, уместно, своевременно, вот, и должно всячески поощряться теми, кто хотя бы может себе это позволить поощрять. Вот я как раз своим участием, да, я же не политик прежде всего, и даже не общественный деятель, хотя в последнее время скатываюсь, скажем, в эту сторону неизбежно. Вот. Я как журналист, прежде всего, как бы всегда считал, что эта тема важна, еще во времена «Эхо». В последний год, выступая в «Аспектах», тоже эту линию гну. Я, кстати, упоминаю деятельность вашу регулярно, не только в этой встрече с Конопляным, да, это было. Это постоянно происходит, просто большая часть, она мимо внимания. То есть я рассказываю, что это есть, что
с этим нужно считаться, нужно это иметь в виду, и говорить, что это нечто маргинальное, полуподпольное и не имеющее никаких перспектив, ни в коем случае нельзя. Вот. Руслан, тогда следующий вопрос. Вы читали проект Башнацполита, Башкирского национально-политического центра, по поводу будущего независимого Башкортостана, который мы предложили общественности? Еще несколько месяцев назад, который был, да? Да, да, Месяц. да. Ну, даже не месяц, Да. он уже больше года. Там, Даже так. Я в Телеграм-канале, да, видел и дискуссии даже некоторые. Я вот не уверен, что это именно то, ну, скорее всего, то. Проект, да, Ну, по других пунктам. не было там проект, и там даже мы республику, административное деление даже изменили на кантоны времен Первой Башкирской республики. Так вот, когда я предложил, продолжая, если я когда предложил этот проект, выложил в Фейсбуке на своей странице, где, в принципе, сидит достаточно либеральная у нас общественность республиканская, и они не раскритиковали там ничего, кроме того, что башкирский язык в этом проекте указан как единственный государственный язык. А русский язык там указан как официальный язык межнационального общения на 30 лет. Вот это они не приняли. И начали критиковать. А в остальном, они даже ничего не говорили. То есть я так понимаю, что их все устроило. По поводу... либо испугались вообще говорить. Тут еще надо не сбрасывать со счетов этот момент. То есть, когда люди молчат, не факт, что они поддерживают или не поддерживают, а просто боятся. Согласен, да. Но это было еще тогда, то время, когда еще, скажем так, об этом более-менее говорили все. Даже в России. Так вот, по поводу башкирского языка как единственного государственного. Вы согласны с таким? Безусловно. Конечно. В национальном государстве должен быть государственный язык единый. И тем более у нас есть прекрасные примеры, как это существует и работает, и никому от этого неплохо. Соседний Казахстан – прекрасный пример, где мне довелось довольно долго быть, и я прекрасно себя чувствовал, владея родным языком и пользуясь русским языком. В общем, и видел людей, кого это не напрягает совершенно. И, наверное, примеров таких еще можно приводить сколько угодно. Ну да, я согласен с вами, потому что многие говорят, что зачем, вот у нас 3 крупных народа проживает, и у всех должны быть равноправные права на язык. На изучение, да, но государственный язык, он и есть государственный, конечно. Потому что вот я привожу в пример, скажем, сегодняшнюю Белоруссию, и вы, наверное, как человек, который находится сегодня в Европе, наверное, встречаете очень много, наверное, тех белорусов, которые уехали из-за репрессий Лукашенко. Я, если честно, я тоже здесь в Литве встречаю очень много белорусов, и я только встретил одного человека, который свободно разговаривает на белорусском языке. Все остальные не владеют своим родным языком белорусским. Это результат политики, когда второй государственный язык является русский, который до этого захватил все сферы в стране абсолютно. Он значительно выше, чем белорусский язык по сфере применения. И сегодня там в Белоруссии белорусский язык, в принципе, государственный даже, да, изучается там несколько часов в неделю. Все остальное ведется на русском языке. Вот результат того, если оставлять русский язык как государственный. И когда я пытаюсь это объяснить, скажем так, нашей либеральной общественности, они как-то не воспринимают эти аргументы. Почему, как вы считаете? Опять же, вот здесь, опять же, и в этом отдельно взятом языковом вопросе, и в целом по этой проблеме либеральная общественность, к сожалению, не готова по целому ряду, наверное, соображений вообще эту дискуссию как-то поддерживать, говорить о ней. Чуть-чуть какие-то проблески в последний год, вот благодаря вашей активности в том числе, начались. Но в целом я же вижу, люди вполне вменяемые, адекватные, перспективные, которых я уважаю как политиков. Когда начинаешь им задавать эти вопросы, не я лично, а вот и вижу, как коллеги-журналисты, там на Эхе задают вопросы, тот же Максим Курников, они прям такие, ой,
давайте не будем об этом, но вот как-то так, да? Но ведь То есть это придется сложный же, вопрос. придется все равно Вот, а сталкиваться. они не понимают, что это чуть ли не главное, чем заниматься придется, когда все-таки окно возможностей будет. Все остальное, оно потом. А вот это вот, и это не только относительно Башкортостана, это вообще даже относительно тех же самых русских областей, да, я не знаю, там Урала, Сибири и прочего, ну, русских по нынешним временам. Так сложилось, хотя исторически, понятно, там все по-другому было. Вот. Поэтому и этот момент к языкам также, да, можно отнести, потому что люди считают, что это не проблема, она высосана из пальца, она выдумана, и вообще это глупости какие-то. Давайте мы тут, как говорится, с узурпаторами разберемся, и у нас сразу все будет замечательно. Вот это неготовность. Я, будучи там на каких-то встречах с коллегами, тоже замечаю, даже те из них, кто очень хотят услышать, погрузиться и как-то попытаться разобраться, но они далеки. Они даже не виноваты в этом. Так сложилось. На повестке дня этот вопрос не стоял. Даже взять вот судьбу Дильмухаметова того же. Вот сколько мы пытались с коллегами, вот тем же Курниковым, его кейс довести, что ли, да, сделать так, чтобы он был востребован у СМИ. Писали материалы большие о его биографии. И что? Это какие-то ваши там местные, значит, националисты. В негативном контексте, разумеется, произносилось это все. Нам это не интересно. У нас вот тут, знаете ли, болотное дело. Вот. И вот она тоже проблема. Я здесь согласен с критикой вашей в адрес вот этих людей. Единственное, что я бы не красил всех одной краской, называя одним словом имперцы. Вот тут надо немножечко, наверное, повнимательнее, что ли, да. То есть имперцы тоже есть. У кого вот это в сознании сидит, мы тут великая нация, которая всех объединяет, значит, и дарит всем счастье. Есть такие. Но тех, кто понимает, что все-таки где-то проблема существует, просто мы в ней пока не разбираемся и поэтому говорить не будем, эти тоже люди есть. Вот обсуждая этот вопрос внутри себя, внутри своих соотечественников, сторонников или где-то оппонентов, мы не должны забывать о том, что нельзя отталкивать вот ту часть либеральной общественности, которая все-таки фактически имперцами не являются, а кто готовы это обсуждать. Даже если сценарий пойдет в сторону вот этой самой независимости полной, с кем-то же надо будет это все цивилизованно разруливать. И это как раз вот эти люди, которые должны быть постепенно погружены в это и подготовлены в это. Хотя бы понять, что это существует. Это проблема вот это деколониальной реформации, так ее назовем. Угу. Вот. Руслан, тогда вот последний вопрос по этой теме. Вот учитывая, в каком положении сегодня находится башкирский народ, ну и не только башкирский, вообще все остальные народы, но мы будем говорить о башкирах, потому что как бы нам это близко, и мы понимаем, о чем говорим. Каким вы видите будущую судьбу башкир, если этот народ сохранится вот в том состоянии в России, который сохранит этот режим? Представим, что Путин умер, но режим сохранился, там преемники и так далее. Через 30, через 50 лет каким вы видите судьбу башкирского народа? Ну, наверное, я не буду таким уж пессимистом, который скажет, что все, народ растворится и исчезнет полностью. Все-таки башкиры, это, как бы некоторым не хотелось, это не очень малый народ, да, это все-таки серьезный народ. Но вот в эту сторону движение будет идти, то есть в сторону ассимиляции и потери собственного национального самосознания и идентичности. Я с горечью наблюдаю это сейчас среди каких-то своих ровесников, там, с кем вместе учился. Люди живут в башкирской глубинке, исконно башкирской глубинке, где-нибудь в Бурзяне, да, занимаются там мелким бизнесом, чувствуют себя прекрасно, и их все устраивает. Потому что они говорят и рассуждают буквально сиюминутными интересами. Они говорят, вот у нас здесь все хорошо, работа есть, деньги есть, а вспомни 90-е, вот это вот начинается, да. Мы говорим на родном языке, нам никто не запрещает, у нас тут местные обычаи, песни, танцы, все, что хотите. Поэтому о чем ты, Руслан, говоришь? О каком притеснении и так далее?
Это вот один маленький пример, который можно транслировать на широкие массы. И центральное руководство, скажем так, оно ведь тоже учится на своих ошибках, в этом смысле, к сожалению, да, и уже так топорно, как в прошлые века или даже десятилетия, не работает. Оно заходит с другой стороны, для того, чтобы подкупить лояльность так называемых нацменьшинств, как они нас считают. И да, действительно, если сохранится нынешний статус-кво, то в конце концов вот эта вот общность, да, как тот же Айрат, или вы говорите, господи, как это называется? Башкирская политическая нация, вот же. Это будет невозможно уже восстановить, если мы будем идти этим же путем, как сейчас. Вот. Я бы хотел бы добавить, что все-таки башкиры, да, я согласен с тем, что башкиры все-таки крупный народ, и еще пока не дошел до того Рубикона, наверное, да, с Точка которого... невозврата не пройдена, конечно, Да, конечно. то есть, но вы согласны со мной, что есть народы, которые сегодня, наверное, уже очень сложно будет, наверное, и практически невозможно будет восстановить свой язык, Мгм. вообще вот свою... Они, может быть, национальную идентичность как бы и будут осознавать. Ну, допустим, возьмем калмыков. Их всего 270 тысяч человек. То есть у них была страшная трагедия, когда их выселяли всем народом в Сибирь, и они расселялись в основном среди русского населения, и вот целое, сколько они там лет пробыли, можно сказать, целое поколение учеников лишилось возможности обучаться на родном языке, и выросло целое поколение, которое не владеет своим родным языком, и они не смогли передать его, и вот этот вот разрыв между поколениями, он очень сильно ударил по ним. Плюс, к тому же, сами они, говорю, то есть в численности маленький достаточно народ остался. Будет ли у них шанс вообще, что как-то, скажем так, возродить свой родной язык до уровня вот тех же самых литовцев сегодняшних, да, хотя бы, да? Большой вопрос. Конечно, большой вопрос. И это пример, да, действительно, калмыки это вот один из примеров очень показательных. А Мгм. что будет с ними через 30 лет? Через 50 лет, учитывая, насколько вот это вот давление власти в сфере языка, в сфере вот подавления национального самосознания, оно очень сильное. И вот это же целенаправленная, она идет политика по подавлению вот этот вот и национального самосознания, языка, культуры и так далее, и так далее. Вымывание национальных героев настоящих, Конечно. замена Даже их замена, другими. подмена понятий, конечно. Что есть герой, что есть предатель, все меняется, все с ног на голову переворачивается. Даже большевики, уж извиняюсь за отвлечение, они в этом смысле были куда более лояльны по отношению к нацменьшинствам. Если вспомнить даже, как велось преподавание в том же Башкортостане, да, когда можно было все предметы изучать на родных языках, причем разных языках, и то, что сейчас, просто небо и земля, конечно. Мгм. Ну тогда, если как бы в принципе я вижу, что у нас в основном как бы разногласий нету больше по этому вопросу, я бы хотел бы перейти тогда к следующему вопросу, который сейчас на данный момент очень, скажем, тревожит наше башкирское общество. Это последствия баймакских событий. И вот сегодня должны вынести первый приговор. Судья должна вынести первый приговор в Оренбурге, по-моему, да, или в Орске. Ворске, В Ворске, Орске, да. да. Вот. И в связи с этими событиями вот до сих пор они не утихают, потому что, ну, такая больная тема, больная рана, потому что более 80 человек посажены в тюрьмы, 2 человека погибло, а точнее были убиты, да, одного убили, одного довели до самоубийства. И произошел конфликт. Внутри Да, башкирского национального движения произошел конфликт, когда один из таких, наверное, известных общественных деятелей, Урал Байбулатов, который стал известным по по событиям на Куштау 2020 года, и вы, Руслан, непосредственно с ним общались, хорошо его, в принципе, узнали. Что вы скажете по поводу вот тех вопросов, которые Урал Байбулатов зачем-то начал задавать Фанзилю Ахмедшину и вообще искать, как я понял, вот, исходя из тех вопросов, которые он озвучил, он
не делает виновными власти, республики, федеральные власти, ну, может быть, республиканские власти как-то косвенно он еще и обвиняет, но федеральные власти там вообще отсутствуют. И старается перевалить вину на сторонников Аиля Алсынова и на организацию Башкорт. Мгм. Так, ну начну с того, что это, к сожалению, вот такая национальная забава, да. Не я это придумал, а кто-то до меня говорил, что это одна из любимых национальных забав, башкир в том числе, вот это вот, как говорится, срач устраивать внутри себя. Опять же, понятно, дискуссия должна быть, но тут идут зачастую заочные какие-то обвинения друг друга во всех смертных грехах. Тут я боюсь вообще объективным быть мне очень сложно по одной простой причине. Как правило, относишься более лучше и больше понимаешь того, кого знаешь лично. В жизни так устроено, да, с кем я действительно общался, с кем, грубо говоря, присутствовал на каких-то, тем более, таких событиях, как защита Куштау, предположим. Действительно, с Уралом Байбулатовым мне пришлось вот в те дни особенно тесно общаться. Так сложилось, я не знаю почему, но он тогда оказался во главе, да, всей этой истории, по крайней мере, мегафон был в его руках. Вот. И я наблюдал несколько сцен, когда основной актив Башкорта уже был, судя по всему, арестован, конкретно 16 августа, да, именно он вел там какие-то переговоры, в общем говоря, пытался эту ситуацию взять под контроль. Вот. Потом еще несколько каких-то контактов были. Он иногда связывался со мной, чтобы высказать беспокойство. Не недовольство, а беспокойство именно. Вот, собственно, тем, что сейчас происходит. Беспокойство распрями и враждой, которая возникает между представителями не только одного народа, но и людьми, которые, в общем-то, одни и те же ценности исповедуют. Вот. И мне показалось, что в истории с Баймаком, по крайней мере, в первые дни, он выбрал, ну, не то чтобы самую правильную стратегию, нет, наверное, но хотя бы с точки зрения безопасности он выбрал тот путь, который, ну, скажем, ну, нельзя раскритиковать, на мой взгляд. Он начал предупреждать, что будет плохо, будут репрессии. Ребята, как он там иносказательно про прогноз погоды, по-моему, записывал ролик, ожидаются, значит, обильные осадки и прочее. И к нему, кстати, ведь не прислушались. И в итоге вот то количество задержаний и уголовных дел, которые у нас имеются. И вот в эти минуты буквально уже скоро, я думаю, приговор как раз Ильшату Ульябаеву в Орске озвучат, первому фигуранту. Вот. Здесь сразу не могу не сказать, что я думаю по поводу того, как его многие мне незнакомые люди чаще всего обвиняют в том, что он на кого-то работает, что он исполняет чьи-то интересы там Белого дома или башкортостанского, или даже выше. У меня нет ни доказательств, ни опровержений этому. Я могу лишь делиться ощущениями и эмоциями. Все-таки парень мне казался искренним в своих поступках в 2020 году, в 2021 году, когда они создавали патриотов Башкортостана, по-моему, да, 21 год. С Аксакалами вместе там что-то, с Агитом Исмагиловым, который тоже в сегодняшнем конфликте как-то фигурирует. Я поправлю, не патриотов Башкортостана, а организация Республика. Республика, точно. Патриоты это как раз-таки Сагит Исмагилов и другие, а у них республика. Ну, в общем, что-то пытались делать. Опять же, я очень здесь поверхностно сужу, лишь как журналист наблюдал снаружи, внутри, как говорится, процессов не был. Вот. И мне все-таки в целом позиция Урала казалась более-менее последовательной. И каких-то таких вот, как говорят, залетов, что ли, да, которые свидетельствовали бы о том, что он там на кого-то работает, лично я не видел. Если говорить про вот эти последние там несколько дней, то, что он в отношении Фанзиля Ахметшина, я послушал специально и почитал ответ. Ну, вообще сложно. Вот здесь уж точно мне, как говорится, комментировать нечего, потому что я, к сожалению, с Фанзилем Ахметшиным вообще никак не знаком. Во-вторых, я не могу, соответственно, ни подтвердить, ни опровергнуть ни один из тезисов, соответственно, Урала, который он там озвучил. Ну, что подождите, Руслан, как вот, ну, в принципе, некоторые вопросы, которые он задал, на них вопросы знали все. Ну, первое, допустим, о том, что он говорит о том, что якобы Фанзиль Ахметшин и другие близкие друзья Фаиля Алсынова призывали
на 17 число на суд. Но это же не так. Но я не видел же, я не знаю. Приглашали же на 15-е. На 17-е уже никто никого не приглашал, потому что 16 числа их всех задержали. Вот. Ну вот это важно, как бы действительно, задержание помню. Вот это важно сопоставить факты. Тут я как бы просто не наблюдал лично, чьих бы то ни было призывов. Число, на 15-е? Когда на 15 число звали людей, и они пришли, все было чинно и в рамках закона. Никаких задержаний не было. Сами непосредственно Фаиль и его близкие друзья непосредственно там были. И контролировали, я так думаю, всю ситуацию. И все обошлось нормально. И были даже там обращения со стороны Юмагулова. Ну, это отдельная история, я так понимаю, Юмагулов с его позицией. А 17 числа, когда произошли вот эти все события, на это число никто никого не звал. Я лично не помню такого, что кто-то кого-то звал. И еще раз говорю, эти люди все были задержаны. Ну, это вот я должен, как говорится, у вас спрашивать. Я не знаю, кто кого звал ни на 15-е, ни на 17-е. Я не видел, я не участвовал в чатах, грубо говоря, соответствующих. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Если это так, то, конечно же, обвинения выглядят странными, мягко говоря. Да? Если у него есть доказательства, что действительно кто-то звал на 17-е у Урала, да, мы же про него говорим, то, наверное, ему следовало бы их предъявить, раз он об этом говорит. Вот. А у меня нет ни того, ни другого, говорю. И он потом, еще один из вопросов у него был, где вы были 17 числа, как бы сами все, опять же, я еще раз говорю, что как бы все они сидели в это время, были задержанными, как минимум. То есть он это прекрасно знал, об этом все знали, кто погружен в эту тему. И задавать такие вопросы публично, как бы требуя ответа, как бы, но мне кажется, немножко это странным. И Фанзиль Ахмедшин, в принципе, достаточно четко ответил на все вопросы. И тут же вышло второе видео, где уже как бы он ссылается на Ильдара Юмагулова, который задает вопросы по поводу того, что вот они... Смотрели вы это видео Ильдара Юмагулова? Юмагулова я перестал смотреть с конца января, когда понял, что там все плохо. Ильдар Юмагулов обвиняет сторонников Фаиля Алсынова, в том числе и адвоката Фаиля Алсынова, в том, что якобы они... общественность башкирская, подготовили множество ходатайств в защиту Фаиля Алсынова. Все эти ходатайства были переданы Фаилю, и якобы он их до суда не донес. Плюс Фаиля просили также там настаивать на том, чтобы суд переносили, чтобы еще что-то там делали какие-то. И это якобы Фаиль ничего не делал. Но есть такой у нас всем известный сайт, который, в принципе, достаточно подробно следит за всеми политическими событиями в республике, как Идель Реалии. И он, я видел, есть статья конкретно, где в день 17 числа, в день 15 числа они брали интервью у Фаиля Алсынова, и он говорит о том, что все ходатайства были отклонены. То есть он подавал множество ходатайств. Он приглашал, в том числе Ильдар Юмагулов, утверждает, что они все просились свидетелей, и якобы Фаиль Алсынов и его адвокат отказали им в этом. В то же время и сайт Идель Реали подтверждает, что они говорят, что в суде мы просили всех свидетелями множество число, и также все отклонили, все ходатайства. А ходатайства прокуратуры принимали. То есть сознательно ли это ложь или ошибочно это ложь? Для чего вообще это делать? Для чего вот это? То есть Урал утверждает, что... то есть Урал утверждает, что сам Фаиль не подавал в итоге эти все ходатайства, не пытался даже, и его защита. Да, он ссылается на слова Ильдара Юмагулова. То есть и требует опять ответов на эти вопросы. К чему вообще это? Для чего? Вот мне непонятно. То есть вроде бы момент такой, когда нужно всем объединяться, и некоторые вопросы, они... Ответы на эти вопросы лежат, вот они, на поверхности. Какие-то конспирологические заговоры. Сейчас идет конспирологический заговор о том, что якобы события в Тимясово привели Хабирова к власти в Республике Башкортостан, а события в Баймаке на второй срок Хабирова как бы утвердили. Ой, ну да, это полная конспирология, я бы даже не тратил на это время. А вот вышесказанное, да, что Байбулатов, значит, цитирует буквально Юмагулова и, получается, соглашается с ним. Я правильно понимаю?
Да. Ну вот это меня смущает. Я, мягко говоря, точно бы не стал цитировать Юмагулова, потому что вот здесь, если уж говорить о том, кто работает, может быть, на систему, так это Юмагулов. Опять же, могу ошибаться. Но, потому что мне крайне странно, когда человек, в принципе, не глупый, ну, публично заявляет о поддержке режима. Вот. И для меня это красная тряпка. Я тут могу быть необъективным, да, то есть поддержка войны, режима, все, как бы для меня не существует как уже адекватный. Не знаю, то есть это да, это вот если взять аргументы вышеозвученные, то я не понимаю тоже, зачем Урал Бибулатов это делает. Неосознанно, осознанно, с целью там какой-то выше спущенной, или это просто инициатива какая-то. Не могу судить. Опять же, я сейчас еще больше, на самом деле, запутался, потому что, как я вначале начал говорить, что вот здесь мне сложно комментировать, просто удручает и все. Изначально удручает. Когда я вижу, что собак спускают на Сагита Исмагилова, да, высокообразованного, грамотного, истинного патриота, на мой взгляд, опять же, имел с ним честь общаться и интервью брать и прочее, у меня сложилось впечатление, и его не изменить какими-то, да, комментариями в соцсетях, которые пишут, что вот он там кому-то продался. Нездоровая эта история. Плохо, что в итоге конкретные люди страдают. И уже даже, наверное, не суть важно, виноват ли кто-то в этом изнутри, из башнацдвижения, из жителей обычных, из активистов или неравнодушных граждан. Важно понимать, что в принципе, почему это возможно, надо выше смотреть. То есть в нормальном обществе, в нормальной стране, даже при наличии каких-то условных не самых умных или даже предателей среди своих людей, не сажают массово, да, своих представителей, потому что это все нормальный дискуссионный процесс. А у нас, извините, да, кто-то не туда кого-то позвал, может быть, или не позвал, но вот люди собрались, потому что вот по велению сердца они не могли иначе поступить, и они в итоге находятся за решеткой, и у нас самое массовое политическое дело. Вот это проблема. Нет ли здесь тогда попытки именно вот отвести от федеральной власти, от Путина вину? Хотя на самом деле я бы сказал бы даже здесь, что здесь же еще обвиняют, то есть делают такой, скажем так, удар на то, что дело было заведено на Фаиля Алсынова по заявлению Ради Хабирова. Но это же не так. И насколько я помню, Ильдар Суюндуков, адвокат Фаиля Алсынова, у вас в аспектах в эфире говорил о том, что дело было заведено раньше, когда сотрудник ЦПЭ нашел видео ВКонтакте в одном из пабликов и завел уголовное дело. То есть заявление Ради Хабирова усилило только как бы, да, в довесок. Но дело-то было заведено раньше, и получается не хабировским, скажем, режимом, а уже федеральным режимом. Тут я абсолютно согласен. Я всегда это своим слушателям говорю тоже, что не нужно искать исключительную вину в Уфимском Белом доме. В Уфе в этом смысле пешки. И заявление, которое было подписано Хабировым, скорее всего, было сделано, но если не под давлением, то хотя бы по просьбе. Да, ему, мне кажется, было точно не до этого, как бы, и он этим делом не занимался. И даже его риторика, которую можно вспомнить, там, 19-20-е годы, она тоже была продиктована не тем, что ему было так это интересно. Вот, башкорт, тут экстремисты, ваххабиты, как он там выражался со своими помощниками. А это все часть генеральной линии партии сверху. Вот. И то, с чего вот мы начали этот эпизод, да, нет ли желания как раз-таки обелить Кремль и всю вину, значит, сосредоточить здесь. Я слышал такую точку зрения, скажем так, что есть среди силовых структур те, кто как бы целиком и полностью себя считают пехотинцами Кремля, и которым нужно держать под жестким контролем региональные элиты, в частности Хабирова и его команду. И в этом смысле от них могут исходить такие инициативы. То есть это нельзя исключать. Делать так, чтобы всю вину в глазах обычных людей сосредоточить на конкретных чиновниках на местах. А Кремль в этом смысле должен оставаться исключительно белым и пушистым. Логика в этих предположениях есть. Мне кажется, это не на пустом месте такие рассуждения ведутся. Можно ли это отнести конкретно к Уралу и объяснить этим его выпады?
Ну, так вот логика сейчас подсказывает, что да. Было ли это им сделано именно исходя вот из этих принципов, это вопрос, на который, мне кажется, он бы мог сам ответить. По крайней мере, можно было бы у него спросить и услышать, что он на это бы сказал. Потому что выглядит действительно так. Руслан, вот Действительно. и тогда еще вот вы сказали здесь о том, что Ради Хабиров не сам, как бы, да, вот не изнутри, скажем, такую жесткую позицию занял в 2019 году по отношению к национальному движению. А, Я бы хотел бы тогда вам напомнить момент, когда у вас на «Эхе Москвы», тогда, когда он еще работал в республике, приходил Дмитрий Михаличенко, политолог, и он сказал о том, что по его инсайдерской информации Ради Хабирова поставили главой республики с две задачи перед ним поставили. Ага. Первое – это решить вопрос с сырьем для БСК «Сода», и второе – Так. это разобраться с башкирскими националистами. Помните такой момент? Я не помню, к сожалению, но это вполне вот ложится в эту логику, да, Я действительно. помню такой момент, Ага. когда Дмитрий Михаличенко говорил, и, в принципе, вот после этого Ну, начались как раз, когда Айрата Дильмухаметова закрыли, Башкорт запретили, потом Рамилю Саитова посадили, ну и все остальное. да, да, ну вот если это так, инсайт, возможно, был надежный. Ну и опять же, простая логика наблюдателя со стороны, она подсказывает, что, скорее всего, так оно и было. Я не видел в Хабирове вот такого кровожадного оппонента Башнацдвижению. Во многом он сам в этой среде формировался, что уж там говорить, да, вспомнить времена рахимовские, он курировал Башнацдвижение во многом. Поэтому, наверное, где-то у него в душе есть какие-то даже общие точки сопряжения. Да в Турции учился, что он там с Айратом? Далеко ходить надо, что ли? Вот. Да-да, в доме Заки Валиди был, мы видели фотографию. Вот, в отличие от меня, да, например. Вот он там был, а я нет. Вот. И последний тогда вопрос, Руслан, время подходит к концу. Какие ожидания от баймакского дела у вас, какие бы сделали бы вы, ну, прогнозы? Я крайне тоже осторожен, конечно, в прогнозах, потому что практика подсказывает, что оптимизма здесь немного, и я не жду в этом смысле никаких радужных вестей. Вот. Но хотелось бы увидеть хотя бы вот первый приговор, вот который сегодня, вот мы в эти минуты, наверное, уже скоро узнаем, если там хоть кто-то из журналистов есть. Кстати, аспекты старались туда делегировать хоть какого-то корреспондента на предыдущие заседания, а сегодня не получилось никого отправить, вот, поэтому не знаю, когда мы информацию получим. Вот, исходя из вот этих первых приговоров, которые будут вынесены в отношении тех, кто признал вину, можно будет хоть как-то прогнозировать дальнейшие, наверное, приговоры и делать какие-то выводы, что вот признавшим такие-то сроки дадут, не признавшим такие-то. Если вмешается какая-то дополнительная сила, может дело повернуться совершенно в иную сторону. Может. Но я пока не вижу никаких таких сил, которым это вообще интересно, и они могли бы вмешаться. Вообще разнарядка очень простая. Мы видим по десяткам приговоров за последние 2 года в отношении как антивоенных активистов, так и представителей таких же национальных каких-то движений в регионах. Приговоры все жесткие, они все связаны с реальным решением свободы. Речь идет о годах, иногда о двухзначных величинах, да, 10 и более лет. Ну, то есть, что может в данном баймакском деле изменить эту парадигму? Только лишь какое-то обстоятельство, о котором мы сейчас не представляем. Если ничего такого не будет, а вероятность того, что ничего такого не будет, это 90, может быть, больше процентов, боюсь про проценты упоминать, тогда, ну все, как бы до конца года мы увидим несколько десятков реальных сроков, к сожалению. А тогда вот отсюда истекает, ну, самый уже последний вопрос. Мы прекрасно, ну, я не знаю насчет вас, я знаю о том, что и сейчас об этом многие пишут, что Бадранов с кем-то там из подручных своих ездит сегодня по Зауралью, встречаются с родственниками задержанных и просят их признать, уговорить своих задержанных родственников, чтобы они признали вину. В обмен обещая там дрова какие-то там, сено накосить, забор починить и так далее, и так далее.
К чему это, Ну, для чего делается? ну, тут надо рассуждать. То есть, в чем интерес, может быть, нашего башкирского Белого дома? То есть, если предположить, что подавляющее большинство признают свою вину, можно сделать следующий вывод. Значит, эти люди не Значит, будут... Хабиров был прав. Во-первых, да, он был во многом прав, и они все были правы. Во-вторых, эти самые родственники не будут дальше выступать, там, говоря, что у нас тут что-то несправедливое. То есть не будет повода собираться больше 3, да, в одном месте, не будет повода Да, митинговать. В раз случае- признали вину, соответственно, значит и собираться дальше нету смысла. Вы же признали все, да? Да, Правильно? да, безусловно, конечно. То есть и им будет проще отчитаться перед тем же Кремлем. Смотрите, у нас тут мы все наладили, со всеми договорились, все вину признали. В Дело общем, поэтому... раскрыли. Заговор. Конечно, да. У нас точка напряженности спала, поэтому можете успокоиться и нас назначать на следующие сроки, сколько хотите. Ну, очевидно, да, то есть к чему он будет призывать? К тому, чтобы они не признавали свою вину? Ну, нет. То есть в любом случае он надеется, что даже, может быть, и тут человечное что-то есть, потому что если, типа, признаете вину, получите меньше срок, и как бы наши мужики вернутся, Ну, я не знаю. самое человечное, мне кажется, было бы объективно разобраться. Ну, кто тут объективно? Нет, конечно. Об объективном разбирательстве речи быть не может на сегодняшний день при нынешних обстоятельствах. Ее вообще быть не может никак. От слова совсем. То есть, как не может быть объективного разбирательства в делах там, антивоенных активистов, тех же навальнистов, об объективности речи нет. Я как человек, который был на одном из допросов даже по делу Лилии Чанышевой нашей, я свидетельствую, как эти допросы, в каком они ключе проходят. Даже если они идут подчеркнуто цивилизованно и вежливо, в общем, понятия справедливости у нас, мягко говоря, сильно отличаются и общественной опасности. У нас, имею в виду, вот у обычных людей, кто о чем-то задумывается, и у тех, кто представляет силовую вертикаль. Ну, спасибо. На этом закончим. Руслан, очень рад был, что пришел в гости. Приглашайте. Я обязательно приду. Отвечу сам на ваши вопросы. А так, ну, будем, наверное, дальше и как в дальнейшем повторим несколько эфиров, если какие-то темы возникнут подобные. Спасибо, Хорошо? да, буду рад, конечно, конечно. Спасибо, Руслан. Спасибо вам. Мгм.